До открытия детского сада в строящемся третьем микрорайоне Малгобека осталось меньше месяца, поэтому работа на участке, можно сказать, кипит. Внутри помещения осталась лишь установка некоторого инвентаря. Милана Исмурзиева – профессиональная художница, и на нее возложена одна из самых ответственных миссий на объекте – наполнить все яркими красками. Сейчас она воссоздает на стене персонажей популярных мультфильмов и сказок. Разукрашиваем стены под детские мотивы, чтобы детям было уютнее находиться в данном помещении, чтобы они чувствовали себя как в своей атмосфере, в детской. Мультяшные персонажи разные, чтобы детям было познавательно даже во время передвижения по коридору смотреть, оборачиваясь по стенам, чтобы было интересно. Строительство детского сада начали в прошлом году в рамках федеральной целевой программы. Он рассчитан на 220 мест, а уже в марте сможет принять первых воспитанников. Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. Большие, просторные, спортивные, музыкальные, игральные залы, яркие и красочные спальни и, конечно же, пищеблок со всеми необходимым оборудованием. В общем, все то, что может порадовать глаз детей и успокоить сердца родителей. Это ИЗО-студия. Для искусств дети будут рисовать. Но также мы планируем этот зал разбить на две части, сделать гимнастическую часть и ИЗО-студию. Здесь мы установим зеркала, здесь будут дети заниматься гимнастикой, а здесь рисованием. В детском саду предусмотренный компьютерный класс. Но и это не все. Здесь будет сделан уклон на изучение родного языка. Это наш родной язык, конечно, его нужно развивать. И это нужно делать с детства. Конечно, в основном наша деятельность она проходит на русском языке, но все равно национально-региональный компонент он введен. Открытие нового дошкольного образовательного учреждения позволит создать более 80 рабочих мест, что очень важно для жителей Малгобека. А посещать его смогут дети из второго и строящегося третьего микрорайона, в котором будут проживать бывшие жители Оползневой зоны. Сначала мы в первую очередь записываем тех, кто проживает в микрорайоне с Оползневой зоны, которые переселятся в дальнейшем. А потом в порядке очереди уже будут льготы, все это подключать. Кстати, в будущем в микрорайоне планируется строительство еще одного детского сада и других социально значимых объектов. Детский сад, школа, благоустройство, то есть озеленение, зеленую зону сделать, благоустройство самой, всей территории, это асфальтирование, укладка тротуаров, освещение, все для удобства граждан. Ну а пока сотни ребят и их родителей с нетерпением ждут торжественного открытия садика. Альмина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.